Добрый вечер. В эфире программа ДВ. Давным-давно в нашем городе ходили упорные разговоры, что нужно создать единую коммунальную хозяйство города. Была большая разобщенность и Кутугли, и Кутугли-строй. Но вот на сегодня такая структура создана и довольно успешно, на наш взгляд, работает. Все как-то не находилось времени осветить эту проблему на ваших экранах. Но вот сегодня, по счастливой случайности, мы находимся в кабинете у Томасова Василия Васильевича. Тем более, что есть для этого повод. Но об этом немножко попозже. Итак, Василий Васильевич, как давно вы созданы и какие структуры в вашем подразделении? Ну, мы созданы на бумаге с 1 октября. Но так, если сказать, в действие мы вошли с 15 апреля. Ну, какие у нас структуры? У нас есть 3 ЖЭКа. Это 1, 2, 3. У нас есть Зеленстрой, ДРСУ, Автобаза, ремонтно-строительное управление, РИМСУ, бывшая ЯОСа, так, ПТС, значит, ну, я не считаю мелкие предприятия, которые еще вошли у нас, банно-прачечное хозяйство и гостиничное хозяйство, значит, вот, в принципе, вот такая у нас структура, которая сегодня занимается. 2 комбината вам отдали жилье на ваш баланс? Нет, нам отдал только ЯУС, это жилье отдал, а Якутуголь отдал частично только дороги. И энергетики отдали дороги, это вот на базе ДРСУ. А Якутуголь, значит, мы не сошлись до конца с ними, значит, они хотели нам отдать так, вот, нате, выкинуть все, оставить технику себе, деньги, значит, 5 миллионов было непокрытие, и принято было решение, я как раз был в отпуске, значит, нашим городским советом о том, что временно приостановить прием для того, чтобы пока не порешают вопросы. Василий Васильевич, город существует довольно давно. Как-то пытались решать эту проблему, убирать, озеленять его. Не было техники, не было средств. Откуда все это взялось? Ну, я хочу сказать, что нам очень хорошо помог все-таки наше ТПО, Минжилкомхоз, на сегодняшний день. С техникой. Помогли нам и с финансами, и городской совет нам с бюджета помог неплохо. Ну, вот сегодня мы и сами начали немножко зарабатывать. Так? Вот в частности, Зеленстрой Владимир Гаврилович, он и на СМР работал. Значит, дома озеленял, зарабатывал. Много, наверное, вы увидели, что сегодня в этом году, вот с Нового года он работает, правда, что очень много продавалось цветов в городе. Значит, уже мы сбивали, как говорят сегодня, рыночная экономика, сбивали спекулянтам цены, так? И в дальнейшем, и сейчас мы продаем и цветы, продаем все, уже как вот, сельское, мы, значит, уже начинаем сбивать и начинаем работать. То есть вот вся зеленая зона города, то, что будет посажено, и то, что уже есть, это теперь в вашем ведомстве, да? Нет, не совсем так. Нам опять-таки не сдал КПП Якутуголь, не сдал часть улиц, газонов уличных, не сдали НГРЭС, значит, ЖЭК НГРЭСа. Вот, значит, и естественно, вот в городе видно, там, где передано МНГПО ЖКХ, значит, и есть Зеленстрой работает, там деревья пострижены, газоны чистые. А вот улица Карла Маркса, кусок возьмите, там, где есть еще на балансе НГРЭС, за ней никто не ухаживает, улицы страшные, газоны страшные. И поэтому вот эта разница, она видна. То же самое с КПП Якутуголь, улица Дружбы народов, посмотрите. Скажите, пожалуйста, вот как раньше решалась эта проблема? То есть строители сдавали участок, сажали там, будем так сказать, в мерзлую землю, там, и зимой или когда эти деревья, и за ними больше уже никто не ухаживал, так получается? Ну, я могу ответить на этот вопрос. Во-первых, значит, специализированное хозяйство, созданное при комбинате Якутуглестрой, оно пыталось, в общем, высаживать. Но это же сезонная работа. Что такое сезонная работа? Это работа в основном летом. Значит, практически за зиму к этим газонам никто не подходил, хотя были ЖЭКи. Хотя ассигнования выделялись, но никто их не использовал. Значит, газоны были замусорены. Естественно, с большими камнями. Вы знаете, какую землю завозят газоны. Значит, вот практически мы сейчас приобрели 2 газонокосилки. Работать на них не можем, потому что мы целое вот это лето выбирали булыжники с тех же самых газонов. Значит, поэтому, значит, практически вот эти организации, которые, значит, использовались, они, деньги шли не по назначению.
назначению. И, естественно, был неприглядный вид у города. Сейчас все-таки немножко чище стало, это и сами люди говорят, и вот даже соседи вот наши, где наше управление размещено по Карла Маркса 25-3, они прямо в глаза приходят, говорят, вот там вот сделайте, вот хорошо, вот получилось, вот не получилось. Скажите, какие районы вот сейчас вы обслуживаете, чтобы уже горожане так могут сравнить? Ну вот, допустим, часть улицы Карла Маркса, это значит от товаров для дома и вот до 1000 мелочей, видно. Улица, значит, Ленина, хоть она не на нашем балансе, но это центральная улица, идет к городскому совету, мы решили даже не на нашем балансе кусок улицы, значит, привести в порядок. Вот привели, это начиная... Это не по старой доброй традиции, что все возле горсовета должно быть чистенько, а дальше там... Это просто лицо города. Центральная городская улица Карла Маркса, Дружбы народов и улица Ленина, это все-таки центральные городские улицы. И хотелось их, чтобы они были... А новые районы, вы сразу их берете или пока и нет? По новым районам, как только будут передавать жилье, естественно, будут передавать дороги, естественно, будут передавать и газоны, зеленые насаждения. Мы, например, частично взяли объемы по ДСК Якутуглестроя, значит, заключили договор с ДСК. Значит, позиция 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 вот нашими силами сделано. Если бы у них был фронт работ в ДСК предоставлен в июне месяце, мы бы сейчас продолжали и могли бы дальше озеленять. Но они не представили фронт работы, нам пришлось с ними разорвать договор. Ну и при том, считайте, управление вновь созданное. Еще, значит, коллектив, будем говорить, он только слаживается, коллектив. Поэтому, конечно, очень тяжело все эти вопросы решать, и капитальное строительство, и СМР, и текущий ремонт. Мы занялись благоустройством. Василий Васильевич, известна такая поговорка, что вот в России никогда, значит, не было недостатка в дураках и в хороших дорогах. Значит, в смысле, это была болезнь испокон веков, и не только нашего города, вообще всей России. В этом году горожане, наверное, заметили, что очень много идет ремонта дороги. За счет чего это? Откуда появились эти средства? Почему вот именно за это лето нашли возможность так много дорог привести в порядок? Ну, я хочу сказать, надо первое сказать спасибо Леониду Афанасьевичу Торговкину, что решение вопросов финансовых по ремонту вот этих всех дорог и все остальное. Ну, на те бы копейки, которые у нас были, значит, и передали мы с Яуса, приняли оттуда, конечно, мы бы ничего не сделали. Будучи там на сессии Верховного Совета, он порешал вопрос как с Грогманом, порешал как в Совете Министров, и у нас дополнительно появились деньги. Когда есть деньги, уже проще решать. Я хочу сказать большое спасибо нашему коллективу ДРСО, хотя у нас там много и вопросов еще недоработки в эксплуатации улицы, но в ремонте, особенно Михаил Никифорович Панцер, очень много приложил, значит, стараний, настроил коллектив на то, что будем зимой отдыхать, ремонтировать технику, а сегодня, вы же видите, наверное, что ни одной субботы, воскресенья, кроме когда были дожди, не отдыхали. И вот на эту субботу, вот прошедшие, вот эти последние дни мы стараемся закрыть полностью, чтобы дороги у нас в городе были в идеальном состоянии. Если мы уйдем под снег с плохими дорогами, весна, все, побьются дороги, все, наш весь труд уйдет на смарку. Поэтому, как никогда, мы, значит, уделили очень много внимания дорогам, и я думаю, у меня есть уверенность даже, не только надежда, в то, что дороги мы в зиму войдем с хорошими дорогами и перезимуем. Василий Васильевич, ну это уже все, что сделано, значит, к этому уже не будем больше возвращаться, наверное. Огромное вам спасибо от всех телезрителей, всех горожан. Какие планы у вас? Ну, планы у нас очень большие планы. Если говорить честно, что если пойдет так, как было в Сетином КПО, это же было решение сессии. Наша вторая сессия, когда молодой депутатский корпус второй раз собрался и принял решение. Я больше скажу, что почти каждый, вот я смотрел анкеты, когда, ну, мы, значит, баллотировались, много же депутатов по городу, под 5 человек на место было, и каждый писал о создании единой коммунальной системы в городе. Ну и вот это сбылось. И вот сегодня, когда начинаются определенных товарищей, трения, не передать, я скажу по вот Якутуглю, квартал М, квартал К, идут к нам и просятся. Значит, Федоров там, Сан Саныч, выкидывает свои вопросы, хочу, не хочу, потому что как-то так.
Не по государственному все идет. Ну, я скажу еще второе, что тоже благодаря Леониду Афанасьевичу он много занимался вот нами. Я в основном сейчас работаю с ним, потому что ближе, значит, с ним, значит, мы повысили, вы нашли возможность поднять заработную плату для людей с той только цели, чтобы их пошел к нам на хороший народ. Ведь как обычно как? Где работаешь? Любого пьяницу спроси, скажешь в ЖЭКе. А сегодня мы уже от таких стараемся избавляться. Ну, если это я чуть-чуть отвлекся, о перспективе. У нас перспектива большая. Все-таки мы думаем, что выполним решение второй сессии городского совета. Вот. Будет единая городская коммунальная служба, примем жилье от Якутугля, примем все остальные инженерные сети, примем тепловодоканал от энергетиков. И, конечно, вот если Бог даст, мы доживем до следующего года, и в это время, то, конечно, горожане заметят, что все-таки в городе много будет изменений в лучшую сторону. В этом я уверен. А что на зиму? Вот сейчас надвигается зима, что вы планируете зимой делать? Ну, у нас, значит, зимой это обслуживание жилого фонда, обслуживание дорог, значит, заготовка земли по озеленению, у нас свои теплицы, у нас, значит, сегодня ряд других, вот на ДРСУ изготовление бордюрного камня, изготовление других, ну, работ много. Это тут их всех не перечесть. Ну и последнее, то, что вот, в общем-то, главное явилось причиной, то, что у вас сегодня вы появились, это вот предстоящий субботник. Что бы вы хотели в этом плане сказать? Ну, я хотел бы по субботнику, понедельник, значит, было принято в городском совете на планерке Аликом Дзигановичем Мисиковым о проведении субботника по высадке зеленых насаждений. Сегодня в 10:30 проведено совещание с директорами школ, с руководителями, которых мы пригласили, значит, и мы определились, что в 14 числа в субботу проведем по высадке. Мы сейчас усиленно готовимся к этому вопросу. И я просил бы всех горожан нашего города выйти в эту субботу, постараться помочь умыть город возле своего двора, посадить дерево на память, посадить, значит, какой-то кустарник. Мы будем, уже объявили всем по заявкам. Зеленстрой наш готовится сегодня. Завести деревья, завозим землю. Каменную застройку, те наши, которые дома, в принципе, вчера объезжали мы комиссионно, почти везде завезли. Завозим сейчас в деревянную застройку. Я бы просил всех горожан выйти. Здесь у нас еще присутствует начальник второго ЖЭКа Нина Ивановна. Она вот контактирует тоже со школами. Значит, мы уже сейчас все взяли на учет, где распределяем, чтобы субботник с нашей стороны прошел более-менее организованно, и чтобы люди почувствовали, что после субботника есть какой-то сдвиг. Кстати, Нина Ивановна, находите вы поддержку у горожан, вот тех же школьников, допустим, в этом вопросе? Вы знаете, мы весной не нашли поддержки, конечно, но в этом году, когда нас собирали на сегодняшний день, мы согласовались буквально со всеми директорами школы, что они нас поддержали, дадут нам учеников. Значит, с нашей стороны будет большая поддержка, будут выделены люди, которые, значит, будут участвовать на этом субботнике. И я считаю, что вот этот субботник даст горожанам, если, конечно, и горожане откликнутся на нашу просьбу, чтобы выйти на субботник и хотя бы посадить по одному дереву, это будет большой толчок для благоустройства и озеленения города. Я бы хотел добавить. Дело в том, что за зиму наши дети, которые играются в наших дворах, на тех же газонах, часть деревьев этих ломают. И вот, посадив дерево, мы себя реабилитируем. То есть поможем нашим детям, хоть зимой они и будут играться на этих площадках, но хоть летом будут там цвести, чтобы меньше было мух, и сохраним экологию города, хотя бы или улучшим чуть-чуть. Ну что ж, еще раз спасибо вам от лица всех телезрителей, от всех горожан за ту работу, которую вы начали. Я думаю, вы ее успешно продолжите. А мы...